Добрый день! Сегодня предлагаем вам другой сицилианский рецепт – капоната. Для этого нам необходимы следующие ингредиенты: баклажаны, стебли сельдеря, нарезанные кусочками, томатный соус, 2-3 листочка свежего базилика, оливковое масло, 1 ложку каперсов, 1 ложку сахара, 50 грамм уксуса, мелко нарезанный лук, молотый миндаль, 100 грамм оливков без косточки, соль и черный перец по вкусу. Нарезаем баклажаны кусочками одинаковой толщины. Приблизительно 1 сантиметр. Складываем их в дуршлаг с солью и оставляем на час, так, чтобы дали сок. После этого промываем водой и обсушиваем на бумажном полотенце. Нарезаем наши баклажаны кубиками и обжариваем в кастрюле с оливковым маслом. Как вы видите, используем значительное количество масла. Обжариваем до легкой румяной корочки. После чего обжарили все баклажаны, готовим томатный соус. Наливаем в кастрюлю немножко оливкового масла, приблизительно 5-6 ложек, и ставим на огне. Напоминаю всем, что нужно использовать только оливковое масло. Добавляем нарезанный лук, и наш сельдерей. Также нарезанные на мелкие кусочки. Если вам кажется, что сельдерей очень твердый, можете сначала отварить его на 2-3 минуты. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем соль и перец по вкусу. Потом добавляем по очереди каперсы, оливки, томатный соус, и оставляем на маленьком огне еще на 15 минут. Сейчас можно добавить еще 2-3 листочка базилика.
ложку сахара и уксус по вкусу. Обвариваем еще на пару минут. На самом конце упускаем наши обжаренные баклажаны. Перемешаем все. Это блюдо мы будем подавать в холодном виде. В Сицилии говорят, что холодное блюдо сохраняет больше натуральный вкус овощей. И отнимаем кастрюлю с огня. Для композиции пользуем тертый мигдаль, которого посыпаем на нашу капонату, и несколько листочков базилика. Вот наше блюдо готовое. Приятного аппетита!